Добрый день, уважаемые наши юные читатели и их родители! Муниципальное учреждение культуры Межпоселенческая центральная библиотека имени Нарпола Ачирова представляет вашему вниманию новинки книг, которые были получены в рамках национального проекта «Культура. Создание модельных библиотек. Комплектование книжных фондов». В сектор краеведческой и национальной литературы поступили следующие книги. Юн Табарап, автор Эрдени Дугаров. Скороговорки. Книжка для младшего школьного возраста, способствует развитию и формированию интереса детей к изучению бурятского языка. Шагайнадың, автор Сыржимыдык Аюшеева. Автор впервые предприняла попытку обобщить и систематизировать материал. Книга является кратким, ценным обобщением накопленного опыта в деле воспитания и развития детей через родной язык с применением традиционной народной игры. Она адресована всем желающим овладеть навыками игры шагайнадың. Забайкалье – золотая моя колыбель. Сказки, легенды, были сказания. С давних пор на территории Забайкалья можно было наблюдать сосуществование, сочетание самобытных культур народов, коренных тунгусов, бурят и пришедших позднее в эти места русских, казаков, семейских, горнозаводских специалистов, именуемых в народе рудознатцами. Мир сказов и других фольклорных жанров Забайкалья многогранен и многокрасочен. Сюжеты приобретают яркую специфику благодаря содержанию в них своеобразных этнических и бытовых реалий, отражение этических и эстетических представлений населения, описанию особой красоты таежной природы, богатства подземных недр и уникальности животного мира. Тексты подобраны для читателей среднего и старшего школьного возраста и учащейся молодежи. Актуальную роль в них играет морально-этическое и нравственное начало. В связи с этим данное издание может быть использовано на уроках классного чтения и при изучении культуры родного края. Онтахнут. Сказки на бурятском языке. Автор Аполлон Тароев. В книгу включены 19 бытовых и волшебных бурятских народных сказок, записанных у Аполлона Тароева ученым Хамоновым. Аполлон Андреевич Тароев родился в Улусе-Шунта Боханского района 14 декабря 1893 года в многодетной семье батрака гатольского рода племени Булагат, состоявшей из 13 человек. Нужда и лишения, тяжелый крестьянский труд, повседневный и привычный с ранних лет, не являлись помехой развитию удивительного искусства устного словотворчества не только в семье Тароевых, но и у многих его сородичей, бережно передававших из поколения в поколение уникальные фольклорные традиции, содержавшие многовековую народную память, его мудрость, духовную силу. Род Тароевых был богат талантливыми сказителями. В 17 лет, лишившись зрения, Аполлон Тароев продолжал батрачить у зажиточного сородича. Слепой батрак молотил зерно, таскал на себе мешки хлеба, трудился на мельнице, гнул спину, мозолил руки. Только в песнях и улигерах сказитель находил утешение, а песни и улигеры с тех пор, как он ослеп, стали его стихией. Слепота не убила в нем любовь к жизни, жажду деятельности.
Тароев стал с особым вниманием учиться сказительскому делу. Будучи от природы музыкально одаренным, обладая феноменальной слуховой памятью, отчасти компенсировавшей потерю зрения, имея прекрасный голос, Аполлон Тароев вскоре получил всемирное признание. В 1939 году Аполлон Тароев стал членом Союза писателей СССР. В 1941 году были изданы его первые книги на русском и бурятском языках. В 1954 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Бурят-Монгольской ССР. Аполлон Андреевич помнил наизусть 44 поэмы Юлии-Геры, 119 сказок, ряд легенд, преданий, сотни песен, загадок, пословиц и поговорок, знал свыше 100 тысяч стихотворных строк. Аполлон Тароев умер в 1981 году, прожив долгую, творчески плодотворную жизнь. Родившись в прошлом веке, он являлся и нашим современником, запечатлевшим в своих произведениях всю противоречивость сложной, насыщенной трагедией и пафосом эпохи. Наиболее яркие его творения, какое бы содержание они ни носили, были проникнуты искренней верой в доброту, в гуманизм, в величие человека. Бесспорным являются его заслуги в сохранении древних народных традиций, национальных символов, памяти, национального бурятского духа, пронесенного через все невзгоды тяжелого времени благодаря светлому искусству Улигершина, ставшего живым, связующим звеном между ушедшими и вновь входящими в этот мир поколениями великого талантливого народа. Ульгыр тамагы отха. Сказки на родном языке. Сказки на бурятском и на русском языках. Сборник подготовлен и издан Забайкальской региональной общественной организацией «Бурят» при поддержке Фонда краеведческих грантов. Художник Намжалма Родынеева. Баба-Яга против. Автор Галина Беломеснова. В сборнике представлены сказки и рассказы, объединенные темой борьбы добра со злом. Добро побеждает зло, но на пути к победе друзей ждет множество препятствий и испытаний. Сборник рекомендуется для семейного чтения. Золотая нить. Автор Нина Калетнева. У ивенкийского этноса и ивенкийского сказочного мира свои уникальные особенности. На Амуре и его притоках старцы эвенки чтят водного дракона. В горах Кадара на севере Забайкалья обитает его сводный брат, горный дракон, по поверьям эвенков, охраняющий подземные кладовые с несметными богатствами. Медведь-прародитель приходит на помощь своему многочисленному потомству, арачанам, делится с шаманами сакральными знаниями, а в голодную пору готов пожертвовать и собственной жизнью, чтобы спасти оленных людей от голода. Все это можно найти в данной книге. Эта книга уникальна тем, что в ней размещен QR-код. Отсканировав его, вы можете услышать, как звучат ивенкийские сказки на русском и ивенкийских языках. Также скачать книгу в электронном формате, пройдя по ссылке. Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, приходите к нам в библиотеку вместе с детьми и познакомьтесь с новыми книгами.
Помните, что минуты, проведенные за семейным чтением, останутся с ребенком на всю жизнь.